Сегодня практически в каждом городе есть множество школ, которые предлагают пройти у них обучение. Но, однако, не каждая из них соответствует стандартным требованиям. Так чего же надо придерживаться, когда вы выбираете языковую школу? Например, 2 года назад я начала учить английский язык. Моей целью было путешествие, а самым важным моментом в моем опыте был интерес к самому языку. Прежде чем записаться на курсы, вы должны определиться с целью изучения языка. Возможно, вы хотите изучить его более углубленно или освоить разговорную речь, ведь от цели зависит ваше потраченное время. В среднем курсы бывают 2-3 часа в неделю и длятся 8 месяцев, а экспресс-курс длится 2-3 месяца. При этом занятия проходят каждый день. Достар, бүгін бізде ашық сабақ, сол үшін бізге қонақтар Дильнара ханым келді. Дильнара, қош келдің. Саламатсыздар. Сегодня большинство современных школ предлагают своим ученикам пройти пробное занятие, на котором они могут составить примерное такое представление о педагоге, также познакомиться со своей группой и оценить все достоинства самой языковой школы. Самым важным критерием выбора языковой школы, я считаю, это узнать мнение самих учеников, которые учатся в этой школе. Также стоит разузнать о рейтинге, спросе, программе обучения и стаже преподавателей. На мой взгляд, у учителя стаж преподавания не должен быть менее 5 лет. Все компетентные языковые курсы обязательно предложат вам пройти тестирование, чтобы определить уровень ваших знаний. Дело в том, что большинство школ проводят тестирование, чтобы не допустить формирования группы, где будут обучаться люди с разным уровнем знаний. В дальнейшем это может привести к непониманию одних и скуке других, а также к распаду самой группы. Можно обучиться любому языку. Я обеими руками поддерживаю языковые школы, так как на данный момент есть много желающих обучиться казахскому языку, и я думаю, что таких языковых центров должно быть больше. От выбора преподавателя зависит многое. Главное, чтобы занятия доставляли вам удовольствие. А при выборе обращайте внимание не только на его квалификацию, но и на то, как человек подает материал. Ведь многие специалисты очень хороши в теории, но не могут объяснить элементарных вещей.